На Ставрополье выбрали степных богатырей. Турнир с таким названием прошел в Нефтекумске. На него съехались участники со всего юга России, впервые из Донецкой республики. Лана Волкова о национальной борьбе КРС и нагайской культуре. Это единственный турнир в России, который традиционно открывается танцем ТГРЭК. Соревнования по нагайской национальной борьбе КРС. Ей больше 500 лет. Похоже на вольную. Возрождать как вид спорта начали 10 лет назад. В дагестанском ауле Тереклимиктеп. Устраивали соревнования и передавали эстафету. Карачаево-Черкесии, Чеченской республике. В прошлом году Астрахани. И вот Ставрополье, Нефтекумск. Это очень важное мероприятие с точки зрения патриотического воспитания молодежи. И я сегодня спортсменам, когда давал напутственное слово, пожелал, чтобы в этих рядах мы в скором будущем увидели олимпийских чемпионов. И это будет приятно для всех нас. Более 100 участников – борцы со всего юга России и впервые гости из ДНР. Скажите, вот можно секрет, а тактика боя же есть какая-то? Нету. Я всегда уже выхожу на ковер, тогда я слежу за соперником, смотрю за его действиями, тогда уже в процессе я уже начинаю действовать. Здесь бить нельзя, можно бросать, проходить ноги. По ходу событий оно видно, какая готовность у соперника. Степные богатыри не просто движение. Это серьезная площадка для спортивного роста. Батыр Мурзаев Юсуп стал чемпионом Республики Казахстан и выиграл путевку на чемпионат мира, который состоится 27 августа этого года во Франции. Выступать будет как вольник. Этот же турнир, кстати, проводился по олимпийской системе, как лично-командное первенство. 2 периода по 3 минуты. Поединок выявляет не только техничных, но еще и самых выносливых. Температура в тени 40, да и в зале не прохладно. Но на то и степные богатыри. Команду выставили количество 12 человек. Есть хорошие ребята, которые у нас за край борются, кандидаты мастера спорта. Есть состав у нас неплохой, можно сказать. Я думаю, за кубок поборемся. Но кубок нашим борцам дался непросто. В тяжелейшей борьбе у ставропольцев 3-е место. В лидерах Карачаево-Черкесия. 2-е – команда Дагестана. Лана Волкова, Александр Пырков. Вести, Нефтекумский район.